Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто хочет проявиться к вам, но боится? Кто этот человек? Чего он боится? И будет ли он все-таки к вам проявляться? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя и доверьтесь высшим силам. Давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками. Так. А знаете, я ни одного здесь человека вижу. Здесь несколько. Даже одного человека имя показали. Мужчина на букву О. Это имя, либо фамилия, может быть, это прозвище. Мужчина на букву О. Этот мужчина, он как бы в вашей жизни присутствовал, либо присутствует в сегодняшнем дне. Не могу сказать, что вы близки, не могу сказать, что у вас дружба. Скорее, либо просто здороваетесь, либо периодически друг друга видите. Вот у кого-то 100% отыграется, что с этим мужчиной в прошлом у вас были какие-то разборки. То есть вы, например, ругались, ссорились, да, может быть, вот что-то нехорошее между вами произошло. Как-то вы, ну, скажем так, как амазонка себя проявили по отношению к этому мужчине, он до сих пор вспоминает все ваши громкие слова, да, там, направление, куда ему идти, да, и вот ваше вот это разъяренное состояние, вот этот горящий глаз, он это все вспоминает, и это его очень-очень будоражит. Так, что касается этого мужчины, почему же он не проявляется? Почему же он боится? Он боится, что пошлете, боится, что вы... Да что вы его просто поломаете. Вот так возьмете, да, как сухую ветку, так хопа, и сломаете. Просто знаком уже с вашим буйным нравом, вот, и боится рисковать. С одной стороны, с другой стороны, скорее всего, у него еще какая-то вон женщина за спиной присутствует. Вот вы как противоположности. Вы яркая, вы характерная, вы как огонь, да, живой огонь. А та, кто рядом с ним, ну, это такое, знаете... Ну, я даже не могу слово подобрать, даже чтобы никого не обидеть. Я не могу обижать эту женщину, она, в принципе, ничего плохого не сделала, но она то ли какая-то флегматичная, то ли она какая-то прям... но она неинтересная девочка, она вообще неинтересная и вот как будто бы пустая, вот абсолютно пустая, в ней как будто бы жизни нет, вот. И он, когда смотрит на нее, думает: боже мой, с кем же я связался? Смотрит на вас и думает: о, вот это звезда, вот это мечта. Вот мне бы такую женщину. Да. Вот это мы страстей навели тут, ох бы, зажгли бы с ней. Он, кстати, пытался к вам подходить, несколько раз пытался, но то ли вы не поняли, то ли вы, скажем так, чем-то были другим заняты. Вот, подошел, посмотрел и отошел, да? Либо так подошел, что-то там сказал, намекнул, вы мимо ушей пропустили, и он такой: значит, не судьба. Вы, кстати, ему снитесь, очень часто снитесь.
Вот он прям, знаете, он с той женщиной сидит, например, там кушают вместе, да, и мечтает о вас, что это не она, а вы. И что он прям вас вот прям в охапку хватает куда-нибудь в комнату, и все, да. И начались страсти. Да. Если это ваш бывший, и у вас был с ним интим, девочки, ну вот поверьте, он много других женщин уже, скажем так, попробовал, и ни с кем из других женщин он не испытал тех безумных чувств, тех страстей, того огня не высек, как было с вами. Вот ему после вас все женщины стали пресные. И, знаете, думают, что ох, ведьма прокляла меня. И я теперь не получаю радости от интимной жизни. Ну так вот. А вы действительно очень и очень темпераментная. Такую женщину, как вы, невозможно забыть. Да, надо быть последним, не знаю, там, дурачком, лохом, чтобы от вас отказаться. А у этого мужчины, видите, как испугался. Он испугался, что он с вами не справится. Он действительно испугался, что вы сильная, что вы такая прям лидер, да. Кстати, мог еще и замежеваться в свое время, да, что вы будете штаны носить, да, а ему халатик домашний выдадите и скажете: все, давай, твое место на кухне. Вот, да, побоялся, испугался. Но у него явно тут упущенные шансы. Хотел бы он, конечно, быть более решительным, но пока не готов. Он не боится вашего отказа. Он боится, что он вас разозлит, боится, что вы запретите ему к вам приближаться. И тогда вы для него, как, знаете, навсегда будете утеряны. Вот этого он очень боится. Ну, наблюдает, да, мечтает. Вот когда вы чувствуете у себя на спине чьи-то глаза, да, что-то прожигает, так это он, девочки, он за вами наблюдает. Кстати, у кого-то отыграется, что он очень часто специально выбирает такой маршрут, чтобы с вами встретиться, да, либо на вас посмотреть. Если только вы его поманите, если вы поняли, о ком я говорю, да, если вы его только поманите, поверьте, вот он в тот же момент будет у ваших ног. Да, и там, что у него другая женщина, это все не важно будет, абсолютно не важно. Он прибежит и будет с вами. Но вы ведь не маните, вы ведь не зовете. Вот ходит, страдает, ходит, мучается. Да, и еще момент, девчоночки, это мужчина какой-то то ли лысоватый, то ли у него волосики редкие. Вот он еще этого очень сильно смущается. Может быть, когда-то вы посмеялись над его, скажем так, густой шевелюрой. Может быть, высмеяли, что у него там озерцо, например, есть. У него теперь комплекс из-за вас, девочки, комплекс. Вот он всегда в зеркало себя, ну, как наблюдает, да, и сразу же о вас вспоминает, и о ваших словах вспоминает. У него то ли какая-то мысль, то ли мечта, может, там волосики себе там приклеить, вставить, я не знаю, что там с ними делают. Вот, думает, вот я себе волосики сделаю и к ней приду. Да, пусть посмотрит, какой я красивый. Вот. И еще, ну, может быть, вы смеялись над его внешностью, либо критиковали его внешность. Потому что он ради вас, смотрите, то ли деньги собирает, готов меняться, там будет в себя вкладываться. Там не только волосики, но, например, там зубы. Может быть, даже какие-то укольчики себе поделает, скажет, вот буду красивой, приду, она мне точно не откажет. Пусть посмотрит, какой я классный стал. Но вы его точно знаете, этого мужчину. Знаете, общались, посылали. Точно посылали. Так, второй человек. Но это более интересный человек, он на букву «Д» вышел. Ну, либо буква «Д», да, имя там Дмитрий, там Денис, Даниил, опять же таки может быть. Кстати, может и английская буква «Д» быть. Это человек-наблюдатель. Наблюдатель, скорее всего, либо он приезжает, уезжает, либо он в интернете вас где-то видит, либо вы знакомы с ним в интернете. Этот мужчина далеко от вас, и он чем-то связан, как-то связан с музыкой.
потому что рядом с ним нота есть. Нота, музыка. Может быть, он музыкант, может быть, он как в бизнесе, да, в музыкальном каком-то, что там продает, не знаю, концерты, да, как какой-нибудь там человек, арт-директор, или как они там правильно называются, продюсер, может быть, да. Но это только наблюдают, и этому мужчине вы голову скружили именно в интимном плане. Он не готов к серьезным отношениям, ну, может быть, очень занят, может быть, у него там свои какие-то, да, задачи есть. Он свободный, у него никого нет. Но вот к серьезным отношениям в данный период времени он не готов. То есть он вам эти отношения дать не может в силу каких-то обстоятельств. Он вас постоянно держит в поле своего зрения. Пока подходить не будет, пока ничего говорить не будет. У него какая-то жизнь интересная. То ли проблем сейчас очень много, он должен с этим всем справиться, то ли, ну вот действительно, может быть, работа связана с постоянными какими-то поездками, разъездами. И, ну, как нет смысла, да, вот что-то начинать. Нет уверенности, что сможет закончить, да, либо что вот вы его там дождетесь. Здесь нет страха перед вами, скорее у него страх перед будущим. Он не знает, как все это сложится. Что там будет с ним, что будет с его жизнью, где он окажется, например, завтра. Вот, поэтому он к вам не подходит. Кстати, он по сравнению с первым более такой, знаете, стабильный, что ли. Ну вот в плане там психики, в плане и имущества, не знаю, зажиточности. Есть, и даже больше, чем ему нужно. Знаете, он как моряк дальнего плавания. Почему-то такая идет аллегория. Может, он действительно моряк. Он постоянно как будто бы где-то вот в работе, в рейсах, вот к разным пристаням, да, он приходит, уходит. Ему очень хочется стабильности, ему хочется осесть на одном месте. И вот он себе как будто бы ищет пару, да, подбирает себе пару. Вот с кем я буду, ну, скажем так, жить и с кем я состарюсь. Вот вы ему очень подходите, вы ему очень нравитесь, вы его как приворожили к себе, понимаете? Вот он и сам себе объяснить не может, что у вас есть такого уникального. Он много разных женщин видел, но мыслями всегда возвращается к вам. Именно к вам тянет, очень тянет. От этого человека не ждите в ближайшее время проявлений никаких, ни дружеских, ни, да, не знаю, любовных. Нет, он просто будет наблюдать, он будет выжидать, он будет делать свое дело, либо справляться со своими задачами. Как только он почувствует, что вот она почва под ногами, и мне не нужно куда-то там ехать, скакать, бежать, там, с драконами драться. Вот тогда, девочки, он и начнет в вашу сторону проявляться. Причем проявляться очень красиво будет. Там и ухаживать будет, и добиваться будет, и, знаете, как он окружит вас своим вниманием. Вам очень сложно будет сопротивляться. Но это будет, видите, попозже немножко. Будет попозже. Но действительно будет. И этот, я так понимаю, никогда не решится. Ну, такой, знаете, слабохарактерный, беспозвоночный. А вот этот будет. Это точно будет. Вот этому есть что предложить. Этому нечего предлагать. А вот этому есть что предложить. Да. И смотрите, как. Этого вы точно не примете, а вот этого, да, хорошее, понравится. Почему нет? Понравится, и вы всерьез будете его рассматривать. И смотрите, как и свободный, и достойный, и с работой, и с деньгами. Почему нет? Кстати, очень хорошая пара может у вас с этим человеком получиться. Да. Девочки, смотрите, сколько мужчин вас окружает. Да? Тут, смотрите, еще есть пару человек. Но они, правда, с левой стороны. И они больше, как, знаете, разговоры. У них дальше, чем разговоры, нет. Два мужчины вас все время обсуждают. Вот нравитесь вы этим мужчинам.
Но нет, не подойдут. Не подойдут ни при каких условиях. Может быть, они, скажем так, на планочку, а может быть, на 2 ниже, чем вы находитесь. То есть вы для них, смотрите, какая королева, а они как, ну, челядь получается, да. Но они о вас говорят. Может быть, на работе, может быть, там, по соседству, кто его знает. Нравитесь, вы очень многим мужчинам нравитесь. Почему вы этого не замечаете? Ну, это другой вопрос. Надо немножко, девчоночки, по сторонам смотреть. У вас же и самооценка поднимется. Кстати, это очень нужно. Нужно поднять самооценку и нужно с собой больше заниматься. Вот не для того, чтобы кому-то нравиться, а для того, чтобы нравиться прежде всего себе. Да. У вас, кстати, какие-то очень глобальные перемены на пороге. Перемены. Эти перемены касаются, скорее всего, либо работы, либо какого-то дела. Вот дело, что-то вы, возможно, начнете делать. Вот как новые времена идут, новые вызовы, новые челленджи. Вы поменяетесь. Вот в ближайшие несколько недель, месяц, да, вы очень поменяетесь. Вы станете действительно другой, более смелой и более, знаете, такой вот решительной. Да, вы точно будете понимать, что вам нужно, чего вы хотите, вы будете к этому идти. Одна вы 100% не останетесь. То, что там наблюдают, они всегда за вами наблюдали и будут наблюдать. Там не эти, так другие. Вы мужчин привлекаете и влюбляются в вас, и страдают по вам. То, что вы неприступны, так это другой вопрос, это же не ваша проблема, да, это мужчинки такие попадаются, неуверенные в себе. Вы, мои хорошие девочки, знаете что? Любите себя, заботьтесь о себе, и поверьте, мужик найдется. Вот для вас точно мужик найдется. Кем бы вы ни были, сколько бы вам лет не было, вот кто зашел на мою цыпочку, вы одна 100% не останетесь. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.